Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. С кем у вас в будущем будут отношения? Кто этот человек, что из себя представляет, ну и где сейчас находится? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я же прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. И также прошу, чтобы именно это послание увидели те женщины, кому оно именно конкретно адресовано. Вот. Пусть наши силы пусть откроют то, что сейчас у нас скрыто, то, чем мы желаем слушать, знаете. Будущий мужчина. Здесь не просто будущий мужчина. Здесь у вас выбор будущего мужчины. Выбирать, девочки, придется. Идет тот день, когда сразу двое будут за вами ухаживать. Двое будут вас добиваться. Два совершенно друг на друга не похожих человека. Не по характеру, не по возрасту, не по внешним каким-то признакам, не по социальным признакам. Совершенно вот как небо и земля. Два мужчины. Но оба очень интересные и оба на вас претендуют. Прям купаться будете в мужском внимании. Тут вам женщины, смотрите, прям завидуют, о вас говорить будут. Будут говорить, что вы тут наворожили, наколдовали, вот таких себе мужиков, значит, оторвали, да? Эх, какая вы, да, лукавая, коварная. Мужикам голову морочите. Здесь как будто бы какие-то женщины взбесятся от этого. Ну, слишком, наверное, завистливые, да, поэтому и беситься будут. Слишком много разговоров будет ходить. Ну, а у вас на сердце будет раздрай, потому что и тот, и другой по-своему будет вам близок, либо по-своему будет вами любим. Да, два мужчины. Ну, давайте начнем с вот этого, который пониже. Тот, кто пониже, это знакомый мужчина. Это мужчина, с кем в прошлом не получилось, не сложилось. Может быть, вы знакомы уже много-много лет, да, у кого-то там десятилетия отыграется. Мужчина, с кем когда-то что-то наклевывалось, но вот как мимо пошло. Вот. И этот еще мужчина мне показан как разведенный мужчина. То есть он, возможно, был в браке, возможно, даже не в одном браке. В общем, опытный, да, в плане личной жизни, в плане семейной жизни. Да, не личной, а семейной. Этот мужчина мне опытный идет. Так, внешность незаурядная, но симпатичная. Мужчину зовут, скорее всего, на букву А. Но может быть еще и как какая-то вариация. Может, это кличка даже быть на букву А. Может, фамилия быть на букву А. Ну, вот прям большая буква А идет. Мужчина, который как-то улучшился за то время, пока вы его не видели. Может быть, это дрыщ какой-то был, а теперь как жирком оброс, да, более-менее таким плотненьким стал. Может быть, наоборот, был пухляшом, а теперь вот себя в хорошую форму привел. Мужчина, может быть, как детским лицом обладал, да, теперь у него мужественность появилась. В общем, очень изменился. И вижу, что он очень такой, знаете, щепетильный, такой, знаете, ласковый, заботливый. Ну, вот как котика мне напоминает, такой вот, который мурчит постоянно. Но мужчина немножечко слаб напередок в плане того, что он легко увлекается женщинами. И вообще он такой, знаете, ценитель женской красоты. Пусть он там с женщиной спать не будет, но он может ей восхищаться, он может ее там комплиментить постоянно. В общем, дамский угодник, назовем его так. Это его как бы слабое место. Вредных привычек особо у него не вижу, скорее всего, нет.
Но, извините, первая причина, она, по-моему, похуже, чем вредная привычка, да, постоянно нервничать, постоянно переживать, там, какую он женщину обхаживает, да, с какой женщиной он время проводит. Может быть, это и стало причиной того, что вы его в свое время не выбрали. А может быть, это и есть главная причина, что вот он как женат был и развелся, может, несколько раз был женат. Да, ну такой, знаете, сладенький пирожочек, со всех сторон такой положительный, но вот женщина — это его слабость, да, красивая женщина — его слабость. Вот не может он спокойно реагировать, легко влюбляется, легко увлекается, но при этом он дорожит вот семейными ценностями, он уже там был, он знает, как это хорошо, он знает, как правильно себя вести в семье, и в принципе это плюс, как наученный получается, да, опытный в этом плане. Встреча с этим мужчиной у вас приблизительно произойдет в то же время, как и со вторым, может быть, даже как и вместе вы все встретитесь. И вот вижу, что он вас прям не забыл, он вас вспомнит. И этот мужчина, он прям шокирует вас тем, что вот он вас помнил, там какие-то подробности будет вспоминать, о которых вы уже давно позабыли. В общем, как-то вот подкатит со стороны прошлого. Еще здесь показано, что у мужчины работа неплохая. Может быть, он звезд неба и не хватает, но как бы при деле и денежка у него прям капает. И вообще он такой, знаете, хваткий мужичок, он такой прям знает, где урвать, знает, как деньгами разжиться. Прижимистый. Вот он не жадный, но он прижимистый. Ну, можно сказать, экономный, да. То есть он, если есть возможность сэкономить, либо там халява, да, это прям его тема. Он всегда там все скидки знает, где прикупить. Кстати, похоже, что он по магазинам любит ходить. Прям прицениться, обдумать, поискать дешевле варианты, а потом только приобрести. Не, ну с таким вы точно бедствовать не будете. Ну, такая зажиточная жизнь вас с ним ждет. Вот. И подарки он хорошие умеет дарить. Такие, знаете, с умом, да, чтобы потом можно было выгодно продать. Ну, это так, к слову. Хорошие, дорогие подарки, может, не часто, но вот прям в точку, да, будет попадать. Так что вам будет нравиться. Еще по поводу этого мужчины. Липкий слишком. Липкий, приторный и такой, знаете, вот прям репешочком попахивает. Вот пристает, вот за ручки, вот там, знаете, обнимашки, куда ты, туда и я, да, там я соскучился, а как ты, что ты, а ты мне 5 минут там ничего не присылала, а я уже переживаю. Ну, в общем, много. Его может быть очень много в вашей жизни. Вот. Ну, сам по себе неплохой, такой грамотный дяденька вышел. Но с другой стороны, блин, вот это его любвеобильность, да, либо то, что он слаб на передок, это, конечно, все портит на самом деле. Ну, девочки, что есть, то и есть, да, на букву А, фамилия, имя, ну, либо кличка. Вот. Ну, виды у него, конечно, на вас будут очень серьезные. Я так понимаю, что вы у него прям застряли, да, в сердце, сколько бы времени ни прошло, вот впечатлили еще тогда. И вот он как все хочет удовлетворить свой интерес. Но опять же, да, вы такая женщина, прям яркая, ну вот потянет, со страшной силой к вам потянет. Вот. Ну а вы, скорее всего, купитесь на то, что это ваш знакомец, да, что вы уже его знали, знаете. Опять же, какие-то общие воспоминания из прошлого, у кого из давнишнего прошлого, так это еще лучшие годы, да, вот как-то ностальгия может пойти. Ну вот какие-то ощущения такие добрые, теплые он будет вам дарить. Но будет смущать то, что он женщину любит. Вот это будет очень смущать. Так, теперь второй мужчина. Второй мужчина прям совсем какой-то новый. И еще мне идет, что он молодой. То есть, скорее всего, он младше вас по возрасту. Но, опять же, девочки, это не критично. Это не будет главной причиной, да, ваших сомнений. Здесь мужчина, у него работа какая-то странная. Разъездная, там, командировки. Не знаю, может, моряк вам достанется. Может быть, какой-нибудь, я не знаю, там, железнодорожник. Может быть, специалист узкопрофильный. Да, вот его постоянно куда-то будут дергать, вызывать. Вот этот второй, он на лицо прям очень хорош собой. Лицо такое прям серьезное, выточенное. Мне идет, что выточенное. Прям будете любоваться
его лицом и думать, блин, вот надо же, какой красивый мужчина, да. У него какой-то контраст в лице. То ли, может, светлые глаза, там, не знаю, голубые, и, например, темные, как смоль, волосы, да, прям такое контрастное. В общем, что-то необычное в нем будет идти для вас. Вот прям женщинам он нравится, но к женщинам он такой, знаете, не сильно расположен. Вот он что-то большее ищет в женщинах. Не просто там красоту, не просто время провести, а, ну, так, знаете, душа, чтобы она откликалась на его поэзию души, да. Вот мне идет, что он какой-то интеллектуал, может быть, философ, может быть, поэт, да, музыкант еще может быть. В общем, тут вот как больше интеллектуал и что-то с творчеством связано. Вот он музу, скорее всего, себе ищет, да? Вот ему муза нужна, ему не нужны там женщины, табуны, гаремы, ему не нужны, ему именно муза нужна, женщина, которая его вдохновляла. А вы как раз такой женщиной и окажетесь. Как вас всех угораздит в одно и то же время встретиться, я не могу сказать, этого не показано. Но вот показано, что заходят они приблизительно в одно и то же время. Это вот четко показано. Может быть, вы где-то будете, где познакомитесь с новым и встретитесь с старым. Да? Может быть, там шаг во времени будет, там несколько дней, там пару недель. Да? Вот как-то так у вас происходит. И вот этот еще второй, чем он интересен. У второго, ну, грубо говоря, ни кола, ни двора, ну, может быть, потому что у него такая деятельность разъездная, может быть, потому что он еще как бы молод, да, а может быть, потому что как бы об этом не думал, да. Вот у этого из прошлого, да, у него все как уже как тыл обеспечен, а у этого, который помоложе, давайте я буду говорить старый и новый, да, мне так будет удобнее, а у нового у него как бы там, ну, открытая дверь, скажем так, да, ни кола, ни двора почему-то мне идет. Хотя вот этот новый, он по деньгам гораздо перспективнее, чем старый. Новый прям хорошо зарабатывает, он прям видный человек, зарплаты хорошие, денег много, только он не знает, что с ними делать. Скорее всего, где-то складирует, ну, на счет, например, там загоняет, у него там капитализация идет. Вот. Ну, не на кого было тратиться, не на кого. Еще мне идет, что он как-то сирота. Может быть, полностью сирота, может быть, частично, да, может, там ну, папы нет, да, либо, наоборот, мамы нет. Особо некуда деньги тратить, да, много ему не надо, некуда деньги тратить, и он их собирает. То есть, в принципе, вот если он захочет, то он может и жилье приобрести, вот причем сразу, да, там без всяких ипотек, кредитов, да, вот есть сбережения. Плюс хорошо зарабатывает. Даже если на кредит пойдет, то такому всегда будут рады дать кредит, да, с такой зарплатой люди скажут, блин, ну ты... Пожалуйста, проходите, получите, распишитесь, мы вам рады. Вот. У него как-то, у нового, мало опыта с женщинами. Может быть, за всю его жизнь там и особо женщин не было, да, либо каких-то серьезных отношений не было. Вот этого нового вам придется буквально под себя учить. Хотя, с другой стороны, это, я вам скажу, большой плюс и большой бонус, такой подарочный, да, когда вы мужчину под себя учите, а не принимаете уже такого вот опытного, как вот этот ваш знакомый из прошлого. Так, еще, ну, у молодого кровь горячая, а у молодого прекрасные блестящие перспективы. Но вот единственное, что его нужно будет ждать, пока он где-то будет там работать, да, уехал, приехал, как-то так мне идет. Хотя, с другой стороны, если вы женщина самостоятельная, независимая, и вам не нужны чужие санки-сранки, да, вот эти борщи наготавливать, встречать, провожать, ну, так это хороший вариант, да, смотря что вам нужно, что вам больше подходит. По поводу имени этого нового я не скажу, имя здесь не показали, но показали, что он огненный, то есть, скорее всего, огненного знака зодиака. Вот, ну, тоже неплохо, да, тоже неплохо. Ну, такой пробивной, видный, такой всего добьется, особенно вот стимул дай, да, за ним не заржавеет. Но вот больше, наверное, вам будут завидовать по поводу этого молодого, да, нового. Ну, потому что красавчик мне идет. Красавчик, все при нем. И вот лицо контрастное, да, вот всем женщинам нравится. Вот
любого возраста женщина посмотрит, скажет: обалдеть, какой красивый. Вот. И, скорее всего, поэтому разговоры и пойдут. Даже не из-за того, что кто из прошлого появится, а именно из этого нового. Слишком хорош собой. Да, такого все хотят, но не каждый он достанется. И, в общем, такая картина маслом. Да? Вы одна, а их двое. Этот, значит, приезжает, уезжает, а этот он прилипало, да? Он уже прилипнет, и сложно будет его от себя отлепить. В общем, девочки, выбор такой хороший на самом деле. Да? Выбирай не хочу. Вот. Что вы, кого вы выберете, здесь, к сожалению, не показано, но зато показано, что вы в паре будете. Стрелка вверх пошла. Вы в паре точно будете. Еще вам здесь, видите, лилия. Хоть и небольшая, но вышла. Такой вам, значит, подарочек судьбы за всех тех отморозков, которые, ну, вам на жизненном пути встретились. Да, вам вот лилией, королевским цветком делают подарок. Выбирай 2 мужчины, 2 вполне себе подходящих претендента, каждый со своими особенностями. Да, выбирай по душе, который тебе зайдет, тот и будет твой. И еще здесь так интересно показали, что вроде как эти мужчины друг о друге знают. И вот это чувство конкуренции, оно их прям очень подстегивать будет. Подстегивать, подгонять и прям даже давить на вас эти мужчины будут, да, что выбирай одного из нас, да. Но драться они с друг другом точно не будут. Вот выяснение отношений между ними я не вижу. Они как-то не пересекаются в этом плане. А вот про друг друга точно знают. Ну, понятно, что этот из прошлого будет немножко комплексовать, потому что там молодость, потому что там кровь горячая, потому что там лицо контрастное, да, денег больше. Но, с другой стороны, видите, как разъездная работа. Многие женщины вот не хотят, да, не хотят подолгу оставаться одной. То есть тут у него плюс. Зато у молодого нет переживаний по поводу того, кто из прошлого. Ну, как нет? Может, частично и есть, но не так, что прям сильно. Вот. Ну, опять же, да, мальчик понимает, что он хорош собой, и за что ему отказывать. Да? Нигде ни в чем не проштрафился, умничка, молодец, и с честными, чистыми намерениями. Вот тот, кто из прошлого, будет предлагать сожительство, а тот, кто новенький, будет предлагать вам сразу брак. Брак и, ну, со всеми вытекающими, да. То есть там скажут: зачем мне это сожительство, я хочу жену, не хочу сожительствовать. В общем, оба хороши, оба вам будут нравиться, и выбор вам, конечно, очень сложный предстоит. Очень. Ну, плюс вот это вот общественное давление в виде сплетен, слухов, которые точно до вас будут доходить. Даже могут в открытую вам в лицо говорить. Ну, особо завистливые дамочки могут это делать. Вот. Им будет казаться, что вы прям вся такая... в мужиках катаетесь, а с другой стороны, это же очень сложный выбор, потому что на кону ваше будущее. Вот вижу, что к этому моменту вы четко решите, что вот одна я точно быть не хочу. И да, надо будет выбирать. Хотелось бы 2, да, но, к сожалению, мы не в тех странах живем, где это разрешено. Насколько я знаю, там, по-моему, в нескольких странах это разрешено, когда одна женщина и много мужчин. Ну и да, наверное, в таких странах и жить-то не особо хочется. Там не та жизнь, к которой мы по большей части привыкли. Ну да ладно. Главное, что выбор есть, и главное, что вот вы в паре точно у меня будете. У вас очень интересное время впереди, время любви, время романтики. И еще показано, что вы себя прям такой молодой девочкой почувствуете, ну, девушкой молодой. Вот неважно, сколько вам лет, а вот этот прилив любви, эта энергетика любви, она просто вот омолаживает, причем не только тело, но и душу. Разум омолаживает, да, вот такой знак мне идет. Так, выбирать вам, решать вам. Все, что я могла вам сказать, я сказала. Меня отсыпка на самом деле порадовала. Да? Это не какой-то вот готовый вариант, а возможность выбора. И я вам так скажу, не каждому это дается. Такую возможность еще заслужить надо. Вы, судя по всему, этого более чем достойны. Поэтому выбирайте самого достойного и будьте, мои девочки, счастливы. Это я вам желаю от всего сердца, от всей души. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.